Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования и показала всем, насколько важен интернет для детей всего мира. Доступ к информации и качественному образованию – это право каждого ребенка в мире. Көптеген мұғалімдеріміз, оқушыларымыз, былайша айтқанымызда ата-аналарымыздан бастап барлығы мынау АКТ деп айтамыз ғой. Осы АКТ-ны өте жетік дами біліп үйренді. Өйткені бұл заман талабына керек болды. Онлайн кезінде ата-анаға үйде отырған баланы оқытуға керек болды. Мұғалім сол онлайн сабақты жүргізуге керек болды. Және де осы білім алып жатқан балдарымыз сол онлайн сабақты оқу үшін бұл АКТ-ны өте жетік меңгерді деп айта аламын. Инициатива ГИГа – это желание множества людей со всего света подарить детям это право, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от места рождения, имел возможность всесторонне развиваться и в будущем стать востребованным специалистом в своей области. Благодаря ГИГа на карту было нанесено более 1 миллиона школ в 41 стране для оценки доступа к интернету. ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Международным союзом электросвязи при поддержке Акимата Туркестанской области подключил 38 школ в Туркестанской области. 19 976 учеников уже получили возможность улучшить качество образования в рамках инициативы ГИГа. Наша цель, что в ближайшем будущем каждый ребенок будет иметь доступ к интернету для получения знаний и умений, обеспечивающих всестороннее развитие и реализацию своего потенциала. В этом и заключается миссия инициативы ГИГа. После завершения подключения школ к интернету, учителя начальных и средних школ Туркестанской области, подключенных в рамках инициативы ГИГа, пройдут 72-часовой онлайн-курс по инклюзивному смешанному обучению для повышения навыков цифровой грамотности при смешанном обучении и преподавании и участия в целевых программах восполнения потерь в учебе, которые смогут повысить качество образования в новых условиях цифровой революции и требований к жизни, вызванных пандемией, а также получат возможность методической поддержки через платформу по курсу инклюзивного смешанного обучения. В первом квартале 2022 года в школах будет установлено программное обеспечение, передающее сведения о реальной скорости интернета для мониторинга и оценки качества интернета. Во втором квартале 2022 года планируется старт программ по восполнению потерь знаний из-за пандемии учащихся начальных и средних школ Туркестанской области. Ақпаратты алуымызды, осы ақпарат алатын және өзімізді дамыта алатын нәрсе, мысалға біз көп нәрсені қазір аурудан болғандықтан біз көп нәрсені жақындай алмаймыз. Сондықтан осы кезде осы интернет керек болады, онлайн отырамыз. Бұл интернет бізге пайдасын тигізіп жатыр, құрылған интернет. Себебі біз өзіміз білмеген сабақтарды осы информатика пәндері, сондай пәндерде қолдануымызға септігін тигізеді. Wi-Fi арқылы. Ол мен одан көптеген мәліметтерді, басқа да онлайн сабақтардан мәліметтер алдым. Ол маған өте қатты көмектесті. So I'm very encouraged by today's visit to the 5 schools here in Turkestan. I think we have a very committed set of people in the Akimat who are really keen to make this project succeed. So from the progress I've seen, I'm very encouraged really today. Of course, the work doesn't stop here. One of the next important steps we will take is to make sure that we work with the government to monitor the actual speed of the internet in these schools, because it's one thing to have a contractual internet speed, it's another thing to actually make sure that that speed is always there, that there are no outages in the connection. So that's something we will also work on. There are many more schools in the country that need internet connectivity, that need better speeds of connectivity. We are offering models of connectivity. We're demonstrating these models in the hope that the central authorities, the government in Nur-Sultan, as well as the local authorities, will then start replicating these models of connectivity. Это не просто подключение интернета. Это консультация и создание устойчивой модели цифровизации в каждой стране, финансирование и совместное решение проблемы последней мили. Но самое главное – это равные права и возможности всех детей в мире. И Казахстан стал ведущей страной в регионе по этой инициативе.
ЮНИСЕФ – обеспечение равных возможностей для детей – одна из самых важных задач для ЮНИСЕФ как в Казахстане, так и во всем мире.